Скандальное разоблачение. Представительство президента в Крыму обнародовало преступную схему бесконтрольного перекачивания воды с материка в оккупированный Крым. Возле Кутаранской дамбы, это Херсонская область, обнаружили насосную станцию, благодаря которой вода попадала в озеро Сиваш. Далее ее использовали для нужд бромного и содового заводов на территории аннексированного полуострова. Как работала эта преступная оборудка и кто к ней причастен, далее в сюжете. Эти кадры мы отсняли вблизи Кутаранской дамбы, разделяющей озеро Сиваш. По ту сторону уже временно оккупированная территория Крыма. Неприметное серое здание – это насосная станция, которая и перекачивает воду из среднего Сиваша на западный для обеспечения работы бромного и содового заводов. Оттуда же и электроэнергия для работи насосов. Ми бачимо, що електропостачання до насосної станції спрямовується з тимчасово окупованої території, це 100%. Нещодавно насоси працювали, як побачили, що ми під'їжджаємо до насосної станції, виключили ці насоси. І на даний час нібито говорять, що вони не працюють, насправді насоси в робочому стані. На подходе к станции колючая проволока и вооруженные военные. Когда мы попали внутрь, насосы не работали, но были еще теплыми. Их выключили, как только заметили камеры. И скрыть нелегальную перекачку ропы не удалось. 3 насоса по просьбе СБУ запустили. Шановні, включите цей насос. Насоси працюють, є подача з центрального Сивашу на західний Сиваш ропи. И вода из среднего Сиваша потекла в оккупированный Крым. Ми запустили тільки 3 насоси, на даний час працюють. Бачите, яка мощність подачі води з середнього Сиваша на західний Сиваш. Це ропа для заводів, які розташовані на тимчасово окупованій території. Все 5 работников станции – местные жители из села Васильковка. Официально работают на фирму «Геомониторинг», зарегистрированную в Киеве. Зарплату этим людям платят, вероятно, российскими рублями с оккупированного Крыма, утверждает Изет Гданов. Сами же о том, кто они и что здесь делают, на камеру рассказывать отказываются. А что вы тут робите? Без комментариев, не надо мне этот сам. Все, выходим, я закрываю. Преступную схему, которая работала с момента оккупации Крыма, в представительстве президента пообещали прикрыть. СБУ на месте провели следственные действия. Оборудование опечатали, свидетелей допросили. Теперь будут разбираться, кто организовал схему, кто финансирует и кто прикрывает ее здесь, на материке. Татьяна Сулей, Тарас Кобзарь, Асан Эминов, Заман, АТР.